Здравствуйте, здравствуйте. Это программа «Семья сегодня». Я доктор Альберт Китчер. И мы, как и всегда, к вам приходим в это время для того, чтобы пообщаться, учиться и поделиться нашими опытами. Прежде всего, я хочу поблагодарить всех, кто присоединяется и кто нам пишет и вкладывает в наши добрые дела, которые развивают наших семейных отношений и строят хорошего общества. Организация «Семья сегодня» сосредоточится на том, чтобы вкладывать тоже позитивно в семейный очаг для того, чтобы супругов, детей и все, кто является членами семьи, могли находить свое правильное место и жить в мире, радости и всего. Пожалуйста, поделитесь этими информациями с вашими друзьями и лайкните наш канал и распространяйте информацию, чтобы ваши друзья тоже могут с нами присоединиться. В прошлой неделе мы говорили о том, насколько важно отвечать на вопросы тех, которые не женаты, и чтобы они знали, как себя вести до того, как вступить в брак. И мы продолжаем. Сегодня мы заметили, что есть очень много людей, которые путают вещи, и из-за этого они не могут быть счастливыми, они не могут понимать свою ситуацию, и есть очень много стереотипов, которые заставляют людям не получить того, что должны иметь. Поэтому мы сегодня будем говорить о том, как нужно понимать состояние вне брака. Знаете, многие путают не женатый или кто не состоится в браке с одиночеством. Если кто-то не женат, это не значит, что он одинокий. Одиночество – это совершенно другое дело. Одиночество – это нехорошо. А быть не женатым – это состояние. Это период. Есть очень много людей, которые сегодня не женаты. Почему? Потому что они еще не встретили человека, за которого они выйдут замуж или на которого будут жениться. Есть люди, которые уже в разводе, поэтому они не женаты, но когда-то были женатыми. Есть очень много людей, которые тоже не женаты. Почему? Потому что супруг или супруга уже вне живы. Вот есть разные состояния людей, которые определяют, что они не женаты. Но это не значит, что эти люди одиноки. Многие думают, что когда они вступят в брак, тогда вопрос одиночества закончится. Но сегодня по статистике есть очень много людей, больше чем 40% людей в браке чувствуют себя одинокими. Почему? Потому что нет общения. Почему? Потому что нет именно той атмосферы, которая дает тебе знать, что я ценен здесь, в этой семье. Про меня кто-то думает, кто-то заботится. Нет никакого общения. Поэтому люди хотят в браке, но они настолько одиноки. Люди спят на одной кровати, но расстояние между ними это как от юга до запада. Вот. Поэтому быть в браке не решает вопрос одиночества. Одиночество – это когда человек сам по себе и нету помощи, не может ничего понимать. И часто таких людей попадают в депрессию. Очень много людей, которые попадают в депрессию при браке, они становятся одинокими, они не могут с кем-то поделиться своими проблемами, переживаниями, и таким образом они становятся как остров какой-то, который просто живет для себя. Поэтому очень важно, чтобы мы поняли, что нужно нам что делать, понимать разницу между состоянием вне брака и одиночеством. Я хотел сказать, что быть не в браке – это хорошо, чем быть одиноким. Многие не понимают этого. Но когда ты не в браке, есть также ответственность, которая лежит на тебе. Ты должен себя вести, подготовить и отражать состояние человека, который достоин или стать мужем или женой кого-то. Когда ты не женат, это не время, когда можно гулять.
когда можно сделать все, что угодно. Пока я не, как сказать, под кем-то или не делюсь моей жизнью с кем-то, поэтому я могу делать все, что хочу. Вы знаете, очень много людей сегодня не могут находить себе хорошие партнеры. Почему? Потому что они себя вели таким образом, что никто не хочет объединить свою судьбу с ними. Поэтому, когда ты не в браке, именно как раз в это время надо себя вести хорошо, надо показать самого лучшего. И без всякого хитрости или двоелиция вы должны быть прозрачными. Вы должны стараться добавить ценность к себе. Вы должны стараться научиться к любым хорошим практикам. Надо, чтобы вы общались с людьми с уважением. Надо себя вести так, как все увидят и скажут: о, этот парень будет хорошим мужем, или эта девушка будет хорошей женой. Но если в это время, когда ты считаешь, что я один, и никто не может мне сказать, что я хочу, я должен делать, то я буду жить, как хочу, то многие этого увидят. И когда надо сделать серьезные решения, никто вас не выберет за супруга. Вот сегодня, почему некоторые люди, они не могут находить себя партнеры. И обычно кто к тебе придет? Те, с которым вы общаетесь, ваш круг общения. Или если кто-то даже заинтересуется тобой, он может найти какие-то ваши друзья и спрашивать у них. И они скажут: да, этот человек несерьезный. Зачем ты будешь тратить свое время на него? Вот почему, когда ты не женат, ты должен работать над собой. Ты должен показать самого наилучшего. Учитесь, как общаться. Научитесь, как вести себя. Как ты будешь одеваться, как ты будешь ходить, как ты будешь разговаривать. Это все очень важно. Очень важно. Поэтому, когда люди одинокие, они якобы не делятся своей жизнью ни с кем. Они при себе. Они все как тайна какой-то, секретная как-то жизнь. И нету друзей, нету с кем можно как-то поделиться твоей боли или страсти и так далее. Когда человек состоится в браке, значит, есть второй человек, с которым он может поделиться своей жизнью, который может поддерживать его, который может что-то делать. Но все это можно иметь, когда ты еще не в браке. Когда ты не в браке, у тебя могут быть друзья, которые тоже помогут, будут стоять рядом с вами. Да, единственное, что они не могут сделать, они не могут жениться на вас, они не могут, или вы не можете выходить за них замуж, потому что они уже женаты. Но помощь, поддержка, общение, это все будет. Или ты в браке, или не в браке. Как часто люди путают, они думают: когда я поженюсь, тогда у меня все проблемы закончатся. Многие поженились, и только тогда начали проблемы. Друзья, очень важно. Очень важно. И иметь супруга, спутника жизни, это хорошо. И каждый должен желать, чтобы когда его время придет, чтобы он нашел своего вторую половину, как мы привыкли говорить. Очень важно, чтобы мы имели такой план, ожидали этого дня. И как обычно, и как невеста и жених, они все готовятся к дню свадьбы. Поэтому пока я не имею невесту, но я потенциальный жених, я должен подготовить себя как хороший жениха. И тогда, когда супруга увидит меня, тогда будет радостно. Почему? Потому что я себя подготовил. Очень важно. Не надо сказать: когда придет, тогда я буду. Пока я буду гулять, пока я буду вертеть, там крутиться, что-то делать, это все ни к чему. Сегодня очень много молодежи. Они строят свою жизнь, якобы никто мне не должен сказать, что делать. Мне все равно, как они будут выглядеть, как они будут разговаривать, где они будут находиться, с кем они будут делиться своей жизнью. И если советов, они говорят: мы живем в свободном мире. Вы знаете, но когда уже
тебя будет постарше, и тогда не будет рядом человек, который полюбит тебя, который захочет с тобой делиться жизнью, и ты скажешь, а что такое? А почему у меня так? Я неудачник. Нет, не то, что ты неудачник. Ты рекомендовал себя как кандидат не для женитьбы. Вот и все. К сожалению, это истина, и я должен сказать. Здесь, на этом канале, мы говорим правду. Мы говорим то, что практично. Мы говорим то, что работает. Это программа «Семья сегодня». Я доктор Альберт Китчер, и я ободряю вас, как я уже сказал, поделитесь этот канал с вашими друзьями. Лайкните наш канал. Если у вас будут вопросы, напишите нам. Если у вас есть дополнение к тому, о чем мы говорим, пожалуйста, пожалуйста, напишите нам, и мы действительно будем тоже вкладывать это в наши, потому что мы здесь не для того, чтобы только сказать вам, что делать, но чтобы получить также от вас. Спасибо те, которые раньше писали, и те, кто пишут. Пусть у вас все получится хорошо. Мы продолжаем. Очень важно. Надеюсь, что вы получаете что-то интересное, потому что наша цель, чтобы вы смогли взять из каждого нашего общения с вами что-то ценное, либо для себя, либо для друзей, и для того, чтобы наши отношения были правильными и хорошими. Очень важно. Вы знаете, когда вы берете ключи, да, набор ключей у вас, и вы как хозяин ключей, вы знаете, какой ключ открывает ворота, вы знаете, какой ключ открывает там дверь, и каждая дверь и ее ключ. Со временем вы можете просто держать этот ключ, знать, что это для кухни, это туда, и это на склад, и так далее, и так далее. То же самое, когда ты будешь себя вести хорошо, люди будут знать о том, что этот материал, если можно так сказать, для свадьбы. Это хороший человек, с которого можно строить будущее. Ключи, они все вместе, сбор. Но каждый ключ является отдельным. Но они не одиноки. И также в жизни есть очень много людей, но каждый человек является индивидуумом. Вот почему у вас есть отпечаток палец. Вы оригинальны. Нету два таких, как вы. Нету копия вашего. Ты один оригинал. Поэтому ты должен найти себя. Ты должен научиться познавать себя. Не надо копировать других. Многие родились оригиналами, но они умрут как копия. Это очень хорошо. Ключ, который открывает или заводит машину, нельзя ими открывать ворота. А часто мы питаемся, каким бы мы ни были, чтобы мы где-то вписывались. Вот почему бывает теснение, бывают проблемы, потом шлифовку и так далее, и ничего не получается. Сегодня есть очень много разочарованных людей. Они говорят, и брак не работает, быть одиноким не работает, ничего не работает, лучше вообще умереть. Я хочу вам сказать, все работает. Но вкладывать надо силу, знание, подготовиться и быть кандидатом для этого. Поэтому очень важно понимать, что когда ты не в браке, ты целый. Ты целый. Это как омлет. Когда мы делаем омлет, мы делаем из яиц. И если будет одна плохая яйцо, когда мы будем смешиваться всеми, наш омлет будет нехороший. Вот почему очень важно, чтобы когда вы одиноки, вы вели себя хорошо. Почему? Потому что когда вы будете объединить вашу судьбу с кем-то, чтобы все сработало, нужно, чтобы два человека, которые подготовили себя, которые порекомендовали себя, объединили свою судьбу. И тогда все будет работать. Часто мы не знаем, кто мы такие. Но я сказал, вы уникальны. Один экземпляр по всему миру. Любите себя. Не желайте, чтобы вы были как вашего соседа. Иногда вы видите людей вместе, ой, как она счастливая, потому что она уже имеет мужа.
когда вы спросите иногда, она вообще несчастливая? Вам так кажется? Наслаждайтесь временам, когда вы не в браке, и будьте целыми. Добавьте цена себе. Рекомендуйте себя как принцесса, за которого только принц может взять. Это очень важно. Достаточно иметь два успешных индивидуума, два успешных неженатых людей, мужчина и женщина, и они будут объединить свою судьбу и могут строить прекрасную семью. Одиночество не путайте с состоянием вне брака. Быть не в браке – это не одиночество. Это просто без мужа или жены. Поэтому подготовить себя. Есть счастье в том, что вы вне браке. К сожалению, мы говорим, и наши разговоры часто мы описываем те, которые вне браке, как он одинокий. Именно такой разговор. Но когда мы понимаем смысл слова, я вообще не хочу использовать это слово для тех, которые вне браке. Вне браке это не значит, что он одинокий или одна одинокая. Нет, это не так. Быть вне браке это не равно одиночество. У тебя есть друзья, у тебя есть круг общения, есть люди. Это программа «Семья сегодня». Я доктор Альберт Китчер. Я надеюсь, что вы получаете что-то для себя. Если вдруг вы в браке, вы чувствуете себя все равно одиноким, значит, вам нужна помощь. Вам нужно понимать, как любить себя. Вам нужно понимать, как общаться с другими. Иногда есть люди, которые не умеют общаться, поэтому где бы они ни были, они потом становятся самими по себе. Я бываю на встречах, и когда все сидят за столом, один человек станет и где-то в сторону уходит, или он хочет внимания, или он хочет, чтобы его как-то знали, или что, но часто таких людей, они не имеют понимания о себе, и они становятся как одинокими какими-то, но вы не должны быть такими. Общайтесь со всеми, находитесь среди людей, и это об этом будет хорошо. Ищите прежде всего того, что важно, чтобы ты состоялся как человек с хорошим характером, хорошими поведениями и хорошими способностями общаться. Очень-очень важно. Многие люди во время, когда они не в браке, они начинают переживать. Это время переживания. А почему я еще не в браке? Никто меня не любит. Я некрасивый. Я некрасивая. Может быть, я слишком я слишком та. Нет, вам не нужно переживать. Это целое состояние хорошего, когда ты не в браке. Когда ты не в браке, ты должен себя вести так хорошо, что любой человек, который проходит мимо и ищет жену или ищет мужа, увидев тебя потенциального кандидата. Вот это должно давать тебе радость. Наоборот, многие переживают в это время. И они потом становятся и больными, и они взрослеют очень быстро. Ты увидишь там 25 лет девушке, она беспокоится, что нету мужа, и она уже выглядит как 155 человек. Боже мой. Нет, такого не может быть и не должно быть. Я встретился с одной девушкой. Ей 25, как я сказал. Но она выглядит как 70 или 80. Даже некоторые 70 там лет женщины, они красивые. Потому что она беспокоилась. Все время нету мужа, никто меня не любит, я одинокая, и я то, и все. И она начала и выпивать, и то, и все, и портить всю свою жизнь. Она практически без зубов. Состояние одиночества – это не наказание. Это благословение. Это хорошо. Пожалуйста, наслаждайтесь. Вперед, сезон, когда вы вне браке. Это очень важно. Не надо переживать.
Вы не должны видеть себя как виноватым за что-то. Вы не виноваты. Твой принц идет по дороге. Твоя принцесса ждет тебя. Продолжайте двигаться и быть оптимистом. Это очень важно. Не говорите про себя плохого. Многие разрушают свою жизнь своими личными словами. Они говорят про себя: я такая, я сякая, и у меня не получается, и то, и все. И вы знаете, то, что мы говорим устами нашими, имеет почти способность, чтобы они случились в нашей жизни. Вот почему, когда мне кто-то говорит слова, которые я считаю, что не по мне, я разрушаю их. И научитесь так делать. Возможно, в школе, даже родители, близкие, братья, сестры, и кто-то там сказали: у тебя такое, твой нос такая, ваши губы такие, и поэтому вы это все берете как истина, и начинаете себя видеть как страшное какое-то там непонятно что, и вы не хотите быть среди людей и так далее, поэтому никто вас тоже не видит. Вы прекрасны, красивы. И многие, кто говорят: этот красивый человек, это то, откуда они определяют это? То, что ты существуешь, у тебя есть тело, ты красивый. Пусть никто вас не обманет. Этими словами негативными они разбивают людей. И есть очень много разбитых людей. Они все время ходят, якобы там кто-то умер. Они ходят, якобы что-то несчастье какое-то случилось. Вот почему. Потому что кто-то сказал: ты не ценный, ты не красивый, ты не тот. Нет, ты достоин. Я хочу вам сказать: ты достоин, ты красивый. Ты можешь строить твою жизнь заново. Если сегодня ты переживаешь, я здесь для того, чтобы сказать тебе, что есть надежда. Есть надежда. Ты одинокий. Теперь не назовите себя одиноким. Ты просто не женатый. Не путайте одиночество. Если ты одинокий и ты переживаешь, напишите мне. Я вам помогу. Помогу выходить из этого состояния. Потому что оно только разрушает и ничего не строит. Пожалуйста, поделитесь этой программой с вашими друзьями. Давайте все вместе научимся, как наслаждаться позицией нашей, состоянием нашей, стадия, в которой мы сегодня. Многие не имеют круга общения. Они сами по себе. Ходят на работу, только выполняют свою работу. На перерывах ни с кем не разговаривают. Они делают все возможное, чтобы ни с кем общаться. Такими людьми тяжело будет находить супруга или супруга. Очень важно, чтобы ты порекомендовал себя как член общества, как прогрессивный человек. Я не знаю, как вам еще это объяснить, но не путайте, пожалуйста, состояние вне брака с одиночеством. Быть вне брака – это хорошо, а быть одиноким – это нехорошо. Найдите себе друзей, настоящие. Многие люди общаются с кино, они общаются с телевизором, они общаются с собаками, с котами, они общаются с какими-то другими вещами, которые они сделали как своих друзей. Но общение с людьми практически ноль. Научитесь приобрести себе друзей хороших. Я думаю, что в будущем мы можем говорить о том, как себя найти хороших друзей или как окружать себя с позитивными людьми, которые помогут вам достигать любые нужные правильные цели. Многие люди сегодня в состоянии одиночества, потому что кто-то бросил их, потому что кто-то обманул их, потому что кто-то предал их. И после этого они приняли решение, что все плохо. Это мне напоминает один дедушка, который говорит, что место, где он сидит, плохо пахнет.
что воняет. Потом он говорит, нет, не только это место. Весь дом воняет. Я не хочу сидеть. Он вышел на улицу, нюхает, говорит, улица воняет. Короче говоря, он определил, что весь мир воняет. И через какое-то время его внук приходит, говорит, дедушка, что у тебя в усах? Он говорит, что такое? Когда он посмотрел, там есть сыр, старый сыр в его усах. И это то, что он нюхал. И когда он нюхал то, что прямо в усах у него, он говорит, что комната воняет, коридор воняет, весь дом воняет, на улице воняет, весь мир воняет. Иногда из-за того, что мы переживаем, мы сделаем заключение, что все такие. Один мужчина бросит тебя, и ты говоришь, все мужчины ненадежны. Одна женщина убежала от тебя, а ты говоришь, все женщины плохие. Не надо так думать. Пожалуйста, меняйте ваш менталитет. Если твоя жемчужина какой-то будет падать в колодец, ты что, больше не будет пить воды оттуда? Нужно, чтобы мы знали, что люди бывают разные. И если тебя бросили, задавай себе вопрос, а почему тебя бросили? Ничего не бывает без причины. Как только находите причину, если вопрос тебе, меняйся и станьте лучшим, и тогда, или даже тот, который убежал, если еще свободен, вернется, потому что люди такие, что когда они увидят изменения, они меняются. Многие слишком конкретные. Раз ты меня бросил, значит все плохие. Это неправда. Это неправда. Сегодня ты должен собрать себя обратно. Везде, где вы разбиты, есть надежда для тебя. Это программа «Семья сегодня». И перед тем, как я попрощаюсь с вами, я хочу сказать вам, пожалуйста, помогите нам распространять эту информацию многим людям. Для нас это важно, потому что как организация мы хотим вкладывать свою лепту в общество. И как я сказал, мы ожидаем сделать такой большой, хороший онлайн-форум, когда мы все можем общаться, задавать вопросы и двигаться дальше. Пусть ваш день будет хорошим. Я желаю вам всего самого наилучшего. Благополучия. И до того, как мы еще встретимся, я доктор Альберт Китчер с организацией «Семья сегодня». Мы сегодня с вами говорили о том, что быть неженатым – это хорошо, а быть одиноким – нехорошо. Будьте здоровы, до следующей встречи. Пока.